В эфире программа «Кунмаек», в студии работает Мирим Асаналы. Здравствуйте. 18 июля министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков выступил с высокой трибуны ООН. О важности и масштабности данного мероприятия расскажет начальник управления стратегического развития Министерства экономики Айсулу Аджахматова. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что было, каким образом прошел данный форум и насколько он важен для нас? Этот форум очень важный. Вообще этот форум называется политический форум высокого уровня по устойчивому развитию. Знаете, в 2015 году Кыргызская республика присоединилась как член ООН, да, к повестке 2030, так называемой. В этой повестке 2030 утверждены цели устойчивого развития, их 17 штук. Из них мы по 16 целям взяли на себя обязательства. Одна цель это для нас нерелевантна, это для стран, имеющих выходы к морю и к океану. Это 14-я цель, по нему мы, так как не имеем выхода ни к морю, ни к океану, по нему не отчитываемся и не брали на себя обязательства. Смотрите, чтобы нашим зрителям было понятно. В 2015 году ООН принял план по улучшению всего мира. Да? Да. Он состоит из 17 целей. Да. Для чего эти цели? Какую цель они преследуют, общую, масштабную? Ну, все эти 17 целей, это так или иначе связаны именно с жизнью человека, да? Он человекоориентированные цели. И одним из основных посылов это не оставить никого позади. То есть мы должны учитывать желания и потребности каждого человека, независимо от его статуса, да, независимо от места его проживания и независимо от его возраста. То есть это от рождения человека, да, до его смерти. То есть мы для всех должны создавать благоприятные условия для его жизни. Айсулу Аджахматовна, первая цель звучит как ликвидация нищеты. Давайте поговорим, что сделано в нашей стране, чтобы понизить уровень бедности. Ну, бедность это многофакторный, да, показатель. Тут и экономические возможности страны должны быть, и бюджет страны должен иметь возможность поддерживать социально уязвимые слои нашего населения. Да. Последние годы вы видите, что для социально уязвимых слоев населения повышается пособие, да, для детей, не имеющих родителей, да, для лиц там, с инвалидностью повышается пособие, для пенсионеров последние вот, 1,5-2 года практически в 2 раза, да, увеличили размер пенсии. И также для работающих бюджетных, да, так называемых бюджетных работников, у них тоже заработная плата пересмотрена в сторону увеличения. А что у нас по поводу создания новых рабочих мест? Последние годы тоже вы видите, что ежегодно открывается выше 100 предприятий, да, и все эти, большинство предприятий открываются именно в регионах для удержания нашего населения в этих в местах проживания, да, для улучшения городов, да, районного масштаба, областного масштаба. Поэтому последние, вот в прошлом году мы открывали 128 предприятий. На сегодняшний день, вот на 2025 год планируется где-то около 150 предприятий откроется. Часть вот к 31-му планируется где-то около порядка 45-48 предприятий откроется уже вот
Отлично. к концу августа. Смотрите, если у нас создаются новые рабочие места, соответственно, должна развиваться экономика и расти уровень ВВП в стране. Да. Какой у нас уровень ВВП сравнительно Последние с прошлым годом? 3 года у нас рост ВВП составляет 9%. Это очень высокий показатель для стран ЕАЭС, да, среди стран ЕАЭС. Благодаря такому экономическому росту мы смогли обеспечить, да, финансированием наших градообразующих, либо так, стратегических предприятий. Им выделяются субсидии, либо на расширение их производства определенные финансовые средства. Это касается не только как бы наших промышленных предприятий, это касается и сельского хозяйства. Там есть у нас определенные линии по поддержке сельского хозяйства, сельских товаропроизводителей и сельских переработчиков, да, так называемых. Давайте перейдем к следующей цели. Это про продовольственную безопасность. Да. Мы же понимаем, для того, чтобы улучшить питание населения, нам нужно повсеместно поддерживать сельское хозяйство, которое вы затронули. Что же делается для того, чтобы улучшить качество питания? Ну, если до 2020 года страна обеспечивала себя только из 9 как бы основных продуктов питания, которые включены в продбезопасность, мы только по 3, да, позициям могли себя обеспечить. Ну, к сегодняшнему дню мы уже практически по 7 продуктам питания мы уже можем себя обеспечить. Да? В этом направлении на уровне, как я уже сказала, правительства выделяются финансовые линии, да, по поддержке наших сельхозпроизводителей. Идет расширение кластерного, да, подхода. У нас уже по 9 направлениям 9 кластеров создается. В этом направлении также по доступу, да, к ирригационным возможностям выделяются определенные финансовые средства. Это и для капельного орошения, это и для строительства каналов, это и доступ к багарным, да, земель к поливу. Вектор развития зеленой экономики сейчас является одной из самых актуальных тем для всего мира. Какими шагами мы идем к этой цели? Ну, вы знаете, Кыргызская республика в 2019 году, да, приняла программу по развитию зеленой экономики в нашей стране. Он уже завершен, и в настоящее время сейчас, как второй этап действия со стороны Кабинета министров, сейчас вот ожидаем, да, принятия новой программы по развитию зеленой экономики. Если первая программа была больше ориентирована на создание нормативно-правовой базы для развития зеленой экономики, то вторая, как второй этап, там уже идут практические, да, действия. Это открытие новых предприятий по выработке возобновляемых источников энергии, это солнечная, это ветряная, да, это развитие малого ГЭС, ну и, конечно же, строительство большого ГЭС, как вы знаете, у всех на слуху, да, Камбарат-1. Поэтому в этом направлении очень много делается. У нас идет сейчас развитие туризма, да, мы везде себя позиционируем, что Кыргызстан – это горная страна, имеющая возможность развития для туризма. Да? Туризм – это не только как бы, как мы традиционно привыкли,
что это летний, Летний период, сезон да, лет. да, сезон лета. Ну и, как вы знаете, у нас идет развитие туризма горного, да, И всесезонного. всесезонного туризма. Это и экологический туризм, это и горный туризм. То есть разные подходы, разные усилия прилагаются по тем или иным направлениям именно в развитии Тем не туризма. менее, все да. они между собой очень тесно Они связаны. очень взаимосвязаны. Мы в развитии зеленой экономики говорим, что мы должны и сельское хозяйство, да, это сельское хозяйство, именно органическое сельское хозяйство. Если мы говорим, что органическое сельское хозяйство, значит, это требует от нас, чтобы мы поливали чистой водой, чтобы мы удобряли органическими, да, удобрениями. Продукция должна быть экологически чистым и соответствовать тем стандартам, которые предъявляются к таким продуктам. В этом направлении тоже Министерством сельского хозяйства, Министерством экономики ведется большая работа. Если Министерство экономики определяет как бы технические регламенты, стандарты к этим продукциям, то Министерство сельского хозяйства обеспечивает эти территории, да, органически чистые территории, органическими удобрениями, чистой водой и расширяет территории, таких площади, да, таких территорий, которые выделяются именно для органического сельского И хозяйства. таким образом мы увеличиваем уровень зеленой экономики, развиваем уровень зеленой экономики. Тем самым мы закрываем потребность населения в качественном и высоком питании, органическом питании. И таким образом, развивая сельское хозяйство, мы обеспечиваем новые рабочие места. Конечно, новые рабочие места открываются. Это не только как обеспечение, да, чистой продукции, но мы, как страна с чистой продукцией, можем его вывозить на внешние рынки и торговать его по более высокой цене, чем традиционная сельхозпродукция. И позиционировать себя как чисто органическая страна. Все Да, верно. да. Безусловно, все цели, которые указаны в рамках плана ООН, они очень важны. Но мне хотелось бы еще спросить про одну немаловажную цель – это доступ к качественному образованию. Ведь образование является фундаментом и основой для каждого человека, чтобы хорошо жить. Что у нас делается для того, чтобы каждому было доступно бесплатное и качественное образование? Ну, вы знаете, когда президент 2 года назад ездил на политический форум, он заявил, что Кыргызская республика как драйвер достижения цели устойчивого развития определил для себя 2 направления. Один – это устойчивое и качественное образование. Второе это было вот зеленая экономика. В части качественного образования, вы знаете, сейчас идет очень большая реформа в образовании. Это касается не только самого, да, среднего образования, или дошкольное образование. Вы знаете, что если мы 2 года только 24% детей могли обеспечить дошкольным учреждениями, да, доступа к дошкольным учреждениям, то на сегодняшний день уже порядка 42-44% детей уже имеют доступ к дошкольным образовательным учреждениям. Да. Вы знаете, что с этого года у нас идет переход на 12-летнее образование. Это тоже один из видов расширения доступа детей к образованию. Да? То есть, если раньше 6-летки шли именно
на подготовку к школе, В нулевые классы. да, в нулевые классы, то есть это не было обязательным, да. Это родитель как бы определял для себя, нужно ли его ребенка как бы устраивать, готовить к школе, либо они просто в последующем отдавали в первый класс, и где он является обязательным, да. Поэтому я считаю, что это, конечно, в городе очень как бы негативно воспринялось, но в сельской местности это получается дети на 1 год дольше, в смысле, больше имеют доступа, да. Вы знаете, в школе сейчас идет обеспечение горячим питанием, да? Да. Не во всех в сельской местности, да, в домах есть доступ детям именно к горячему питанию. Мы везде отмечаем, что идет недоедание, да, именно детей до 5-летнего возраста. Идет несбалансированное питание. В сельской местности, вы знаете, больше как бы на хлебобулочные изделия, да. Не хватает разновидностей, Да, не нету хватает разнообразия витаминов. питания, да. Согласна. А здесь в школах сейчас как бы Министерством образования утверждены стандарты, требования к горячему питанию, где детям предоставляется вот сбалансированное питание. И вот по вашему прогнозу и планам, когда мы достигнем стопроцентности, когда все дети, вот мы сейчас знаем, что нехватка мест идет как в садах, так и в школах, мы стоим сами в очередях, Да. когда же мы сможем полностью обеспечить каждого ребенка, чтобы у него было место в садике и в школе тоже? Да, ну, если смотреть по целям устойчивого развития, да, то на глобальном уровне стоит, что к 30 году все дети должны иметь возможность ходить в дошкольные учреждения, в школьные учреждения, но во время вот как геополитические, да, изменения, вот ковидные, да, во время нас отбросило чуть-чуть назад. Да. Это надо признать. Не только да, нас, весь мир. Это как бы весь мир от этого пострадал и до сих пор как бы страдает, да. Поэтому мы пишем, что где-то около 80% детей дошкольного возраста мы к 30 году обеспечим доступом к дошкольным учреждениям. Это не только садик, это будут и детские центры, да, где образовательные кружки. Да? Вы знаете, что сейчас открываются детские сады неполного дня, да, то есть это тоже считается доступ ребенка к определенным образовательным возможностям, да. У нас сейчас открываются 2-часовые, 3-часовые, да, при библиотеках, при школах, да, вот такие курсы, либо кружки, да, где ребенка можно привести, оставить на несколько часов, с ними будут заниматься, учить, показывать, играть с ними, да. То есть наши дети через игры должны учиться понимать окружающий мир, буквы, цифры, да, различать. То есть там тоже, даже несмотря на то, что это как бы мало времени, но ребенок такой... Мне кажется, даже эти 2-3 часа для любого родителя это огромная помощь. Да. Впитывают информацию, и родителям вот 2-3 часа свободного времени, когда он может и уверенно оставить ребенка где-то
И где самое главное, его, он будет да, знать, что да, ребенок учится, что с ним и, да, занимаются с ним педагоги. занимаются, да. Айсула Джекматова, расскажите, пожалуйста, о национальной программе 2030. И, насколько я понимаю, это является следующим шагом и этапом в развитии целей устойчивого. Ну, вы знаете, в июне президентом подписан указ о программе развития Кыргызской Республики до 30-го года, и одним из индикаторов, да, нашей программы указано, что Кыргызская Республика должна войти в тридцатку стран, успешно реализующих цели устойчивого развития. И как продолжение данного программы и в обзоре, национальном добровольном обзоре, мы на среднесрочный период указали свои последующие шаги. Все эти последующие шаги очень хорошо коррелируются с программой развития нашей страны до 30-го года. И в настоящее время сейчас разрабатывается план, пятилетний план по реализации национальной программы 2030, и все последующие шаги, которые были включены в добровольном обзоре, они лягут в основу данной плана. Вы, наверное, со мной согласитесь, что по достижению мира одно из самых важных событий для Кыргызстана – это достижение демаркации, делимитации границ Кыргызстана и Таджикистана. Как мировое сообщество отреагировало на это? Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков в своей речи также отметил данный момент. Ну, для того, чтобы достичь эти цели, это доступ к образованию, здравоохранению, доступ к экономическим возможностям, да, то есть работать стабильно, быть уверенным в завтрашнем дне, это вот стабильность в регионе, стабильность в стране, да? Да. И демаркация, делимитация – это большой наш успех последних 2 лет. Это мы с Узбекистаном подписали, да, и с Таджикистаном. И на сегодняшний день вы видели, да, если граница была закрыта, либо происходили какие-то вот стычки, да, между населениями за землю, за воду, то на сегодняшний день этот вопрос полностью снят, и уже идет строительство, освоение этих земель, людей как бы перемещают, да, и то есть мы равнозначный обмен сделали с нашими соседями. Вам за ответы. Было очень интересно и содержательно послушать, каких целей мы достигаем на мировой арене, каких целей мы достигаем внутри своей страны. Благодарим вас. Спасибо. Сегодня мы говорили о целях устойчивого развития. В эфире была программа «Кунмаек». В студии работала Мирима Саналы. Увидимся.